Жителям дома по улице Лагвилава в новом районе буквально приходится воевать за территорию из-за большого скопления бездомных собак, которые днем прячутся в подвалах, а вечером выходят и могут представлять опасность для прохожих. Местные жители боятся отпускать детей на улицу. К нам обратился ветеран Отечественной войны народа Абхазии Анатолий Накопия. Он стал жертвой нападения своры собак, когда прогуливался вокруг своего же дома. Есть такая проблема вот с собаками. И, чтобы сейчас вот ждать, у нас в доме полный народ детей, и ждать пока вот, чтобы детей покусали эти собаки, конечно, лучше не доводить до этого. И как-то решать, это по району, я слышал, тоже есть вот в парке, там вот в центре. Расскажите мне про вашу вот ситуацию. Вы гуляете? Я прогуливаюсь, да, и они на меня набрасываются. Ага. То есть вот такая вот проблема. А как вот стая прям собак набрасывается? Да, стая, да, прям сворой прям там 5 и более, вот прям агрессивно. Ну вот, по вашему мнению, что нужно вот делать вообще? Я собак, животных люблю, когда они такие агрессивные, как-то надо решать эту проблему. С виду собаки выглядят не так устрашающе, порода не крупная, внешность миловидная, но когда они сбиваются в стаи, то могут представлять реальную опасность. Как признаются жители дома, из-за их нахождения в подвалах часто неприятно пахнет, особенно запах ощущают те, кто проживают на первых этажах. В доме номер 5 по улице Лагвилава всегда было оживленно, а во дворе всегда собирались дети до недавнего времени. С соседями написали заявление, обращение на имя главы администрации, собрали подписи и надеемся, что нас услышат, нам помогут и решат нашу проблему. Днем, возможно, они прячутся по подвалам, а ночью они выходят, то есть пройти спокойно к себе домой после работы, элементарно с садика, когда ведут детей, они бросаются. Наши дети не могут. Раньше они и сюда выходили, и здесь играли. Сейчас это невозможно практически из-за этой проблемы. Как же бороться с этой проблемой? В первую очередь, каждый гражданин, у которого есть собака, должен ухаживать за своим питомцем, прививать и стерилизовать его. Зачастую в сворах собак находятся и домашние собаки с ошейниками. Всего в нашей республике 3 питомника для собак – в Гагре, Гудауте и Сухуме. Хотелось бы обратиться к гражданам, к жителям Сухума, чтобы они осознанно подходили в первую очередь к тому вопросу, стоит ли завести домашнего питомца или нет. Если ими было принято решение завести домашнего питомца, то чтобы и, соответственно, в последующие их действия входила эта стерилизация, вакцинация и то, чтобы они смотрели, следили за своими питомцами, не выпускали их в город. Сегодня у нас ситуация сложная в городе, потому что это вопрос и эта проблема должна быть решена системно. Системно, что значит? Это значит, что вопросы, связанные с животными, должны быть решены во всех районах и городах Абхазии. Много случаев, когда мы замечаем и отмечаем, что люди из других городов привозят животных, бросают здесь у нас в городе Сухум, и, соответственно, их популяция не уменьшается, а только увеличивается. Администрацией города Сухум совместно с благотворительными организациями за последнее время были проведены 2 масштабные акции по стерилизации домашних животных. В определенных дворах возникают такие вопросы. Есть дворы, допустим, где там 1 или 2 человека жалуются на животное, которое живет в пределах этого двора, а большая часть дома, нормально к этому относится. И когда мы приезжаем по заявлению граждан, которым это не нравится, то остальная часть граждан выходит и не отдают животное, потому что они за ним ухаживают, смотрят, кормят. То есть проблемы такие у нас в обществе, делится мнение, то есть часть жителей за это, часть жителей против этого, то есть такая ситуация складывается. Жители дома номер 5 по улице Лагвилава не одни страдают от подобной проблемы. Собаки быстро размножаются и приносят потомство. Несмотря на предпринимаемые меры, проблема остается актуальной по сей день.
Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.